Доброе утро всем, кто сегодня с нами. Напоминаю, сегодня в эфире 9 часов утра, понедельник, 22 июля. И в эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Разиф Абдуллин. Еще раз всем здравствуйте. Всем, кто смотрит нас в прямом эфире. Тем, кто посмотрит нас в записи, сегодня мы обсудим события прошедших выходных. Проведем голосование на нашем канале в Ютубе. А также посмотрим видеообращение кандидатов-самовыдвиженцев в городской совет Стерлитамака. Еще раз напоминаю, это прямой эфир. Свои вопросы и комментарии прошу составлять в нашем чате на канале «Аспекты Башкортостан». Комментируйте, делитесь с друзьями ссылками на программу, ставьте лайки, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Аспекты Башкортостан». Там в течение дня будет появляться оперативная информация. И если вам нравится работа нашей редакции, вы хотите и дальше узнавать альтернативную официальную точку зрения на события в стране и республике, то поддержите редакцию «Аспекта». Способов много. В том числе нужна и финансовая поддержка с помощью сервисов Boosty и Donation Alerts. Ссылки в описании. Как говорится, милости прошу. Итак, давайте начнем с обзора прессы. Семья фигуранта баймакского дела Ильнура Хажиева возобновила сбор средств. Об этом семья написала в телеграм-канале, который называется «Поиск инфо о репрессантах после провокации в Баймаке». От имени семьи выступает дочь. Она рассказала, что вот после январских событий ее отец Ильнур Абдулгазиевич Хажиев сейчас находится в СИЗО Уфы уже больше 6 месяцев. Цитирую: «Когда объявили первый сбор, мы и представить не могли, что за короткое время мы соберем сумму для адвоката на следственные действия. Сбор был закрыт благодаря вам, за что мы до сих пор безмерно благодарны всем. Меру пресечения продлили до сентября. Скоро начнутся основные суды в Оренбурге», пишет дочь Хажиева Ильнура, напоминаю еще раз. И вот они рассказывают, что все эти месяцы после сбора они справлялись своими силами. Но вот на сегодня снова вынуждены обратиться к неравнодушным гражданам. Предварительная сумма, которая понадобится на адвокаты и на расходы, по словам дочери, которые нужны вот во время суда, это 250 тысяч рублей. На данный момент это огромная сумма для семьи. И без помощи граждан им, конечно, не обойтись. Так что тем, кто хочет помочь, информацию о реквизитах могут найти на канале, напоминаю, «Поиск инфо о репрессантах после провокации в Баймаке». Нажимаете там кнопочку «Ильнур Хажиев», и, собственно говоря, там есть вся информация о реквизитах. Ну, можно еще добавить, что Ильнур Хажиев, он родился в мае 1982 года. Из Баймакского района он сам, из деревни Семенова. Отец 5 детей, один из которых с инвалидностью. Вот, собственно говоря, все, что я хотел о нем еще сказать. Тем временем пресса обсуждает встречи руководства, вернее, первого вице-премьера республики Азата Бадранова и руководителя Совета по правам человека Зульфии Гасиной с родственниками фигурантов баймакского дела, в частности, ОВД-Инфо, СМИ, которые признаны иноагентом в России, выступила с такой статьей с большой, которая озаглавлена вот так. Сейчас прочитаю длинный заголовок. «Это чушь собачья, что парень, герой башкирского народа, за экологию он выступает. Чиновники Башкортостана провели встречу с родственниками фигурантов баймакского дела». Хотя публикация вышла в пятницу, но тем не менее я считаю, что она заслуживает свое внимание, потому что потом появилось продолжение, о котором я сейчас тоже расскажу. Итак, статья большая, еще раз напоминаю, что лично меня заинтересовало, какого было направление беседы. Собственно говоря, там, во-первых, точка зрения на сами баймакские события была достаточно понятная, официальная. Например, Зульфия Гасина настаивала, что народный сход организовали провокаторы. По сути, это мероприятие протеста было направлено против органов федеральной власти, против суда, потому что там пытались оказать давление на суд. Вот ни больше, ни меньше. Значит, люди собрались, чтобы оказать давление на суд. Это вот такая точка зрения официальной, значит, власти. Вот. И поэтому Зульфия Гасина считает, это я цитирую слова из статьи, напоминаю, ОВД-Инфо,
Что единственная возможность — это во время судебного заседания вашим родственникам, ну, фигурантам Баймакского дела, признать свою вину, раскаяться в содеянном. В этом случае возможно либо условное осуждение, либо назначить такое наказание, которое покроет тот срок, который человек находился в СИЗО. То есть, вполне вероятно, их просто отпустят, так как зачтут срок содержания под стражей. Вот это, в общем, была такая аргументация у Зульфии Гайсиной. Впрочем, и Азат Бадранов то же самое примерно говорил. Он несколько раз подчеркнул, что хоть статьи тяжелые и не предполагают условный срок, заметьте, вот, но при признании вины и заключении сделки со следствием есть некий механизм, что человеку могут дать либо штраф, либо условный срок. И вот слова Бадранова, цитирую: «Эту историю нужно доводить до ваших мужчин, потому что интернет провоцирует, типа идите в отказ, держитесь. Весь этот героизм ни к чему. Жернова системы, ребята попали, их оттуда вытаскивать нужно. Чтобы тех ребят, кто многодетный, кто не провокатор, не состоит в запрещенных организациях, по ним мы ведем работу, чтобы их отпустили без осуждения и реального срока». Тут большинство признало вину, практически все. Мы работаем, чтобы этих сроков не было. Это реально. Это вот цитата из выступления Бадранова. Почему я так уверенно говорю, что это цитата из его выступления? Дело в том, что в одном из утренних эфиров я лично обратился к нашей аудитории и попросил, у кого есть возможность, прислать мне аудиозапись одной из таких встреч. Ну, вернее, встречи, кто был на встречах. И мне прислали. Это вот случилось буквально тоже в выходные, поэтому я говорю, что хочу это обсудить. И там я, например, услышал, как своими ушами, как Азат Бадранов говорит: мы наблюдаем сейчас, как раз первый приговор ожидаем в Орске. Там вроде как все идет на условное осуждение. Рано делать выводы, я ничего не гарантирую. Пока по нашей информации к этому идет. Там человек признал вину, подписал сделку и так далее. Поэтому сейчас ждем, от этого тоже зависит. Мы увидим, насколько нас услышали. Если нас услышали, значит большинство приговоров будут такие. Вот. Цитата. Конкретно я сам своими ушами это слышал. И я знаю, как, собственно говоря, говорит Азат Бадранов. Это везде можно проверить, послушать. Я не думаю, что это фейковая запись. Вот. Это все-таки реальная запись. И тем более что-то похожее говорилось уже другими коллегами с других СМИ. Вот они тоже поговорили с родственниками. И им подтвердили, что такая мысль, такие направления были. И мы все знаем, с чем закончился первый суд в Орске над Илшатом Ульебаевым. Ему дали 5 лет лишения свободы. Вот, хотя он и признал свою вину, и даже подписал сделку, по словам Азата Бадранова. Вот ему и как бы вот эти ожидания и реальность, они теперь их можно сравнить. Согласны? То есть все эти слова о том, что возможно условные сроки фигурантам Баймакского дела, это все-таки слова. Это намерения, возможно, самые благие, пожелания, но мы сами знаем, что реальность, она другая. Вот. И поэтому 100 раз подумайте, надо ли признаваться, там, идти на сделку со следствием. Это, как бы, конечно, дело каждого, выбор каждого. Я тут считаю, что люди все-таки сами взрослые должны головой подумать. Возможно, там то, что присудили 5 лет вместо 10, это является таким, сказать, следствием вот этой сделки. Мы же не знаем содержание сделки, правильно? Вот. Но то, что будут реальные сроки, практически всем, да, больше, чем 80 человек было задержано, напомню, по Баймакскому делу. И большинство из них как раз многодетные, отцы многодетных семей. Вот как, в частности, тот же Ильнур Хажиев, про которого мы говорили, отец 5 детей, да. Вот. Это все на следствие, на суд не действует. Никто никого условно отпускать не будет. Это нужно понимать, исходя из наших реальностей, из наших условий. Никому не нужно, чтобы люди, которые хотели выразить свое мнение, я еще раз на этом настаиваю, они просто хотели высказаться так, как они могут, единственным законным способом. Есть такое право у людей, у граждан Российской Федерации, записано в Конституции. Граждане Российской Федерации имеют право мирно, без оружия собираться. Все, ребята, есть такое право. Вы хотите, отрицайте это, нет. Откройте Конституцию, посмотрите. Такое право есть.
Называйте это потом несанкционированным митингом, называйте это потом народным сходом, как хотите называйте. Но такое право есть. И 15 января люди в Баймаке возле суда это право осуществили. Все прошло мирно, все прошло спокойно. Все так же прошло бы и 17 января, если бы не, скажем так, не появились некие режиссеры, сценаристы вот этого события в Баймаке, которое все вылилось в давление силовиков на эту вот неорганизованную толпу, стихийно собравшихся людей. А, Появились провокаторы, которые, по словам многих, говорят, что кидали снежки из-за спин ОМОНовцев в толпу, вызывали таким образом ответную реакцию. А, Все говорят, что не было таких каких-то насильственных действий в плане, не знаю, там, поджигать дома, переворачивать машины, что как раз является признаком массовых беспорядков. Было давление, противостояние. Люди еще помнили Куштау, как такое же давление привело к совершенно другому результату. То есть там к мнению народа прислушались. Целый президент страны высказался и поддержал тогда защитников Куштау. Вот. И вот эта вот история положительная, когда народ что-то пытался показать вот своим сходом, да, и его услышали, она и повлияла как раз на события в Баймаке. Люди наивные думали, что так же будет и сейчас, не учитывая, что ситуация-то изменилась. Ситуация изменилась, народ теперь все меньше и меньше слушает. Вот и все. Только этим я объясняю, что не обошлось без столкновений. И надо понимать, что все-таки больше насильственных действий применяли именно органы правопорядка. Они же применяли там слезоточивый газ, дубинки и прочее. Это не было дубинок и газа у людей, которые там собрались. Открыто, без масок они пришли. Они пришли открыто. Они реализовывали свое конституционное право. Вот. И тут хочу сказать о том, что вот как сейчас идет ситуация в социальных сетях. Например, Сагит Исмагилов, один из лидеров движения «Патриоты Башкортостана», в эти выходные написал, значит, такой пост, который я бы озаглавил: «Господа депутаты, где вы?». Он напомнил, что еще в апреле этого года обратился с просьбой к депутатам Государственной Думы. Вот. И отметил, что за все это время, с апреля месяца, ни один из депутатов не заинтересовался положением задержанных обвиняемых. Прошел первый суд. Цитирую слова Сагита Исмагилова. Суд признал события, прошедшие около Баймакского суда, несанкционированным митингом, что грозит обвиняемым большими сроками наказания. Ну, по словам Сагита Исмагилова, для депутатов Госсобрания Курултая и населения республики совершенно очевидно. Вот здесь идет уже вторая версия, как бы уже общественная версия, народная, я бы сказал, да, событий. Не то, что они повлиять хотели на суд. Они пришли на площадь около суда с одной единственной целью: выразить свое отношение к творимому беспределу в сфере экологии. Это ключевой момент. Выразить свое отношение к беспределу в сфере экологии. Запомните, да? А не влияние и давление на суд. Если кто-то воспользовался моментом для высказывания политических лозунгов, то это для собравшихся было неожиданностью и ими несогласованное действие, подчеркивает Сагит Исмагилов. Ни один чиновник, ни один депутат не делали что-нибудь для предотвращения столкновения, которое случилось по злой воле провокаторов. И он обращается к депутатам Госдумы. Что же вы делаете? Помогите безвинно отбывающим под арестом в ожидании приговора башкирам. По некоторым из них, со слов родных, до сих пор не проведено никаких следственных действий. Они просто сидят. Вот. Что еще хочу сказать? Сейчас, вот на той неделе, в конце и выходные появились выступления в Ютубе одного из участников тех событий. Я имею в виду 15 января, по крайней мере, Ильдара Ямагулова. Вот. Помимо еще выступления Сагита Исмагилова, было еще интервью с сестрой одного из задержанных по Баймакскому делу. И суть вот этих всех выступлений, а их еще были до этого выступления Уралова и Булатова, одного из защитников Куштау. Суть этих всех выступлений, что сейчас дискуссия как бы повернулась в какое-то русло, что давайте найдем виновных. Вот. Виноваты те, виноваты другие, разные аргументы идут.
Вот. Ну, в частности, сестра одного из задержанных утверждает, что виноват, например, Алтынай Валитов, певец, который уехал за границу. Там и виноват тот же Эльдар Юмагулов, который уехал в Казахстан. Вот. На ее, как сказать, по ее выступлению, я так понял. Ну, явно это ее мнение личное. Два человека точно не ответственны за то, что около 5000 человек пришли на площадь взрослых людей, имеющих свою голову на плечах, понимающих, что они делают, болеющих за экологию. Это было их выбор, их решение. И кого-то обвинять — это сейчас самое простое дело. Давайте найдем виноватых, все. А в этот момент тема, как помочь, что делать для того, чтобы никогда дальше не нарушались конституционные права граждан, это все сейчас не обсуждается. Это как бы на задней стороне. Но я считаю, что самое главное — это что произошло. Люди реализовали свое конституционное право собираться мирно без оружия. У нас в современной реальности это сейчас практически невозможно сделать. То есть нельзя вот так использовать свое конституционное право. Просто так вот выйти, это как бы наказуемо. Мы это видим сейчас. Это наказуемо. Вот что делать, чтобы этого дальше не было такого? Вот чтобы вот это волеизъявление граждан и реализация ими своих конституционных прав не превращалась властями в пустышку. Вот что делать? Вот эту дискуссию, я бы считал, это должно стать повесткой дня. Давайте обсуждать, что можно изменить в конструктивном ключе. Вот. В конструктивном ключе я понимаю, что сейчас можно, по крайней мере, участвовать в процессе выборов. У нас есть сейчас и выборы и главы республики идут, и местные муниципальные выборы. И эти выборы важны и в том смысле, что главу выбираем, и в том смысле, что на местах депутатов выбираем. Все это важно. И я считаю, что именно это нужно сделать основной темой для обсуждения. А вот тут идет другая немножко дискуссия, что давайте поймем, кто прав, кто виноват, навешаем ярлыки и, там сказать, нам от этого станет легче. Но проблемы-то не решаются. Проблемы нарушения экологических прав граждан не решаются. Вот. Если говорить о выборах в Башкортостане, то поздно вечером в пятницу появилась новость, что был зарегистрирован последний из 5 кандидатов на должность главы республики Ильшат Тимирьянов от партии «Новые люди», напомню, он выдвигался. Вот, таким образом, сейчас на выборах главы Башкортостана зарегистрировано все 5 кандидатов, которые были выдвинуты. Кто не помнит, могу напомнить, это Ради Хабиров от «Единой России», Иван Сухарев от ЛДПР, Владимир Нагорный от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Никого не посчитал. Да, еще Артур Шайнуров от КПРФ и Ильшат Тимирьянов от партии «Новые люди». Вот 5 человек, они, ну, я думаю, с 95% вероятностью появятся в бюллетенях, если кто-то из них не откажется официально там в ходе предвыборной гонки. Но я думаю, этого не должно произойти. То есть 6, 7, 8 сентября будут выборы, и вы там увидите вот эти фамилии. 5 человек. Хабиров, Сухарев, Нагорный, Тимирьянов, Шайнуров. Вот. И, собственно говоря, это вот будет возможность как-то повлиять на, ну, по крайней мере, выразить свою волю. Тем временем в Стерлитамаке кандидатов-самовыдвиженцев сняли с выборов якобы за печать бланков для сбора подписей, не оплаченные из средств избирательного фонда, не оплаченные из избирательного счета. И они обратились в Центральную избирательную комиссию России, Генеральному прокурору России и председателю Следственного комитета России с видеообращением. Я предлагаю сейчас вам его посмотреть. Давай. Здесь 3 кандидата самовыдвиженца, которые хотят сообщить о той вопиющей ситуации, которая сейчас произошла. Нам вручили протоколы проверки подписных листов, в которых мы увидели следующее. Значит, у меня больше половины листов признаны недействительными, якобы потому, что я их отпечатал не на средства избирательного фонда. Средства избирательного фонда — это специальный счет в Сбербанке, мы туда вносим деньги и печатаем на эти деньги листы в типографии. Это простые листы, без всяких каких-то шильдиков, без ничего. Стоит в одной типографии 5 рублей, в другой 10 рублей. Я отпечатал, у меня есть все документы, подтверждающие. Эти листы исключительно в этих типографиях, исключительно на деньги избирательного счета. Все подписи наших жителей собирались в
правильно оформленных подписных листах. Но сегодня рабочая группа вручает нам вот это. На заседании рабочей группы мне показывали одни нарушения, а по факту мне вручают те нарушения и еще сверху, что якобы все подписи были на так называемых фальшивых листах. Ситуация аналогичная, все 100% подписи признаны, что они сделаны на поддельных листах якобы. Хотя мы все листы делали на средства избирательного фонда. Видимо, вот принципиальная позиция такая территориальной комиссии просто нас по беспределу, как говорится, исключить из состава кандидатов в депутаты. Ну и, соответственно, проигнорировать, как говорили мы ранее, около 1000 подписей граждан, мнений жителей граждан, которые нас поддержали. Ситуация та же самая. Согласно выданному протоколу, достоверных подписей 0, якобы подписные бланки изготовлены не за счет средств избирательного фонда. И данная ситуация говорит о том, что территориальная избирательная комиссия против честных, настоящих выборов. Тем самым территориальная избирательная комиссия плюнула в лицо сотен, а то и тысячам горожан в лицо, лишив избирательного права. Людям, которые ставили подписи за кандидата. То есть территориальная избирательная комиссия не считается с мнением жителей и лишает их права. Просим обратить особое внимание на эту ситуацию ЦИК РФ, Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Бастрыкина Александра Ивановича, то есть Следственный комитет Российской Федерации. Это самый настоящий беспредел. Нам не было никакого смысла печатать эти бланки где бы то ни было. Мы все сделали в соответствии с законом. Со Сбербанка оплатили, в типографии взяли листы, они стоят 3 копейки, и собрали подписи у наших жителей. Сейчас нам какие-то люди говорят о том, что мы ввели в заблуждение и граждан, и избирательную комиссию территориальную. Якобы мы тем самым нарушили закон. Просим разобраться в этой ситуации. Напоминаю, это было видеообращение депутатов-самовыдвиженцев из Стельтамака. Одного из них мы пригласили в эфир сегодня. Это Вадим Искандаров. Он самый высокий из этих троих, кто там выступал перед вами сейчас только что на экране. Вот фамилии других я, к сожалению, просто не знаю. Но вот Вадим Искандаров, активист движения Стельтамак Дыши, он как раз у нас в эфире будет в 11 часов, так что мы по подробности узнаем всей этой истории. Ну, еще раз напомню, что вот некое ноу-хау изобрели в Стельтамакской территориальной избирательной комиссии. Значит, они, если раньше, ну, как бы, традиционный способ был, снимали с кандидатов с выборов из-за того, что подписи были оформлены неправильно, скажем так, там, буква не там, или человек, может быть, не там не проживал, якобы, получается, еще что-нибудь. Вот признавали недействительными эти подписи, и тогда человека снимали с дистанции. А тут все 100% у некоторых, как вы слышали, подписи признали недействительными из-за того, что они были всего лишь собраны на тех бланках, которые были напечатаны, по мнению избирательной комиссии, ну, как бы нелегально были напечатаны, то есть не были оплачены из избирательного счета. На что, собственно говоря, вот как раз Вадим Искандаров заявляет, что у нас есть все доказывающие документы. Вот. И каким последствиям это уже привело, мы об этом в пятницу рассказывали, но я напомню. Активисты экологического движения Стельтамак Дыши из-за того, что всем 11 кандидатам самовыдвиженцам отказали в регистрации, они решили провести митинг, подали уведомление о том, что хотят провести 30 июля митинг на площади перед ДК «Сода» с участием примерно 350 человек. Там как раз хотят ситуацию с выборами в городе обсудить. Вот. Ну и можно прочитать даже, какие там у них лозунги предлагаются. Долой клановую власть Стельтамака. Вам пора. Легальных депутатов в Горсовет. Политику Путина по обновлению власти в действии. Вот. Еще раз напоминаю, что будет у нас программа «Аспекты мнений» сегодня в 11 часов с участием Вадима Искандарова, где мы эту ситуацию в Стельтамаке и обсудим. Ну вот уже некоторые наблюдатели, политологи обратили ситуацию на то, что в Стельтамаке происходит, и отреагировали. Так, например, наш регулярный спикер Евгения Куцуева, она политолог по образованию, журналист, главный редактор журнала российского. Вот.
и руководитель Всероссийской школы блогеров, она написала на своей странице ВКонтакте пост, который озаглавила так. Территориальная избирательная комиссия Стерлитамака стремится опозорить Радия Хабирова на всю Россию. Вот так, ни много, ни мало. Вот. Хотя она находится в отпуске, она все равно решила обратиться, значит, к руководителю внутриполитического блока администрации главы Башкирии Азату Бадранову и публично ему все написала. Она напомнила ему о встрече личной, когда у них была какая-то встреча достаточно давно, я так понимаю. Ну, и в то же время не очень давно, может быть, пару месяцев назад. Вот, она там во время встречи обосновала, что у нас в республике есть 3 такие проблемные точки, которые надо бы на них внимание обратить. Это ситуация со спилом, с рубкой деревьев в Уфе, это ситуация с качеством воздуха в Стерлитамаке, и это баймакское дело, чтобы желательно его решить все-таки без уголовных сроков, чтобы реально решить вопрос с золотодобытчиком, чтобы они все-таки за природой-то не так сильно ее разрушали, а наоборот возвращали бы ее, рекультивировали. Вот, и у нее очень большой пост, естественно, я весь читать не буду. Я вот коснусь ситуации в Стерлитамаке, что она там написала, ее мнение. По ее мнению, это же стыд и позор, а я точно знаю, что такие действия всегда согласовываются с управлением внутренней политики региона. Как можно отказывать экологическим активистам в регистрации на основании, что их подписные листы напечатаны без оплаты с избирательного счета, задается вопросом Евгения Куцуева. Это совсем деградация системы, что ли, спрашивает она. Это же опровергается на раз-два 3 документами от каждого кандидата, договор с типографией, счет, выписка с избирательного счета с суммой. Все. Документы предоставить можно, проверить можно. Ну, по мнению Евгения Куцуева, вероятно, ничего другого не смогли придумать, но то, что придумали, совсем позорно на 200% из 100. Вот, и по мнению Евгения Куцуева, их всего-то 11 человек, таких активистов в Стерлитамаке. Таких людей надо на руках носить, всячески продвигать. Они потому что делают за республиканские министерства, ведомства, мэрию Стерлитамака всю работу. Помогают людям, объясняют. Вот. Собственно говоря, мнение Евгении Куцуевой. И я думаю, сейчас самое время задать вам вопрос. Я хочу провести голосование. Ваше мнение, как вы думаете, нерегистрация самовыдвиженцев в Стерлитамаке на выборах в горсовет это, и продолжите фразу, это законно, все нормально, были основания, действительно, какие-то левые листы, бланки, то есть там явно сами напечатали у себя дома, не в типографии, и за это не заплатили. Вот, значит, все это законно. Второй вариант. Нерегистрация самовыдвиженцев в Стерлитамаке на выборах в горсовет – это заказ конкурентов. Ну, ясно же, что на этих округах, куда собирались экологические активисты выдвигаться, были и другие претенденты. Вот, то есть, это конкуренты заказали. Ну, такая версия возможна, да? Ну и третья версия, нерегистрация самовыдвиженцев, это неумение власти вести честные выборы. Неумение, нежелание, тут как бы может быть как бы разный смысл, но тем не менее. То есть это просто нечестные выборы. Можно так, может быть, вариант подвести выборы, ну, таким образом сформулировать. Итак, давайте на нашем голосовании, на нашем канале в Ютубе сделаем вопрос. Проведем вопрос и узнаем, что вы на этот счет думаете. Тем временем наши зрители пишут, баймакские события – это последствия, пусть ищут причину этих событий. Согласен абсолютно с Газимой Кинсебаевой. Баймакские события просто это вот вырвалось наружу то, что долго копилось годами, проблема. Вот это то, что ресурсодобывающие компании, те же золотодобывающие компании, они разрушали природу и не оставляли выбора граждан, жителям. Просто смотреть, что ли, надо, как это все разрушается. Вот. Мнение Айбулата Ишмурзина. В Куштау бабло делили, здесь что поделишь? Вы, если имеете в виду про Баймак, ну, не знаю. Это ваша версия событий в Куштау. Там тоже была экологическая и другая подоплека, насколько я понимаю. Комментарий. Парни с Стерлитамака, дыши, не стоит играть с таким государством в азартные игры. Опять на грабли наступили, пора уже научиться. Ну вот это мнение тоже всех понятно, что все-таки у нас сейчас выборы как таковые, инструмент не демократический, не, как бы он не используется не по назначению, невозможно
как бы зарегистрироваться нормально, невозможно провести нормальную кампанию предвыборную, невозможно потом еще быть уверенным, что ваши голоса не украли, не посчитали. Я с вами абсолютно согласен, что выборы сейчас, как в свое время выражался даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это такая дорогостоящая бюрократическая процедура. Вот. Да, много денег уходит, а суть выявить волю народу она не решает, не делает. Но, еще раз говорю, у нас российский народ и вообще в России народ смекалистый. Он из любой ситуации находит выход. Он придумывает даже в такой ситуации какие-то выходы. И мое предложение, просто давайте используем эти выборы как референдум. Давайте зададим себе вопрос, например, на что мы хотим найти общую картину. Ну, не знаю, там, быть или не быть тому же Радио Хабирова у власти. Пусть будет такой референдум. Или, например, что-то делать надо с экологией. Поставьте вопрос на голосование и на него отвечайте на этих бюллетенях. И фотографируйте их, и потом собирайте в одном месте. Технологии сейчас позволяют. Это все можно сделать. Если только не лежать дома на диване и не чесать рукой там в заднем затылке. Ничего не делать. Да. Если ничего не делать, то ничего не делать. И ничего не будет. Вот. А вот парни с Стерлитамака, они все-таки продолжают что-то делать. И мой респект. Потому что просто ничего не делать, это самое простое. Это самое простое. Напоминаю, что сейчас на Ютубе идет голосование. Отвечайте на вопрос, что такое нерегистрация самовыдвиженцев в Стерлитамаке на выборах в Госсовет. Это законно, либо это заказ конкурентов, либо это неумение власти вести честные выборы. Еще про выборы. Штаб Надеждина в Уфе рассказал про то, что Константин Куликов рассказал о проблемах в округе в Уфимском районе. Это единственный кандидат независимый, альтернативный, который прошел процедуру регистрации на выборах в Совет Уфимского района. И вот он рассказывает, что его волнует, что он думает, что волнует его избирателей, самое главное, да? Проблемы с электроэнергией, оказывается, есть в Уфимском районе. Как отмечает кандидат Константин Куликов, проблема состоит в периодическом отсутствии электроэнергии и частых скачках напряжения. Вот эту проблему он видит. Он видит проблему в отсутствии тротуара и велодорожек на главной улице округа. Но он находится на определенном округе. Там он говорит, например, про деревни Бурцево и Шмидтово. Вот. И железнодорожный переезд. Это он является, этот переезд, единственным въездом в деревне, где он баллотируется. Нередко ситуация, когда на переезде сломан светофор, и все, короче, тогда выезд и въезд элементарно попасть домой невозможно без нарушения закона, если светофор сломан. Решением могло бы стать строительство дороги в Нагаево или Русский Ермак, где есть путепроводы над путями. Ну, вот, собственно говоря, что здесь импонирует, что человек просто вот взял и рассказал, какие он проблемы видит. Я, например, пока еще не увидел. Ну, даже вот от этих 5 кандидатов на пост главы республики пока не услышал, не увидел, какие они проблемы видят в республике. Ну, тем временем к нам в конце прошлой недели приехали высокопоставленные гости. Это вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Об этом многие СМИ написали. Но вот, например, РБК Уфа подает новость, рассказывает о том, что Марат Хуснуллин оценил строящийся дворец борьбы в Уфе. Вот. Ну, у нас строится дворец. Он заявил, что восхищен масштабами этого объекта. Масштабы поражают, цитирую слова Марата Хуснуллина. Это 5-этажное здание на 28 тысяч квадратных метров с колоннами. Здесь уже скоро можно будет проводить соревнования разного уровня. Объект планируют ввести в конце августа. Хочу сказать, что я восхищен. Считаю, что объектов такого уровня мало в мире. Конец цитаты. Вот. Также сам Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале рассказал, что он провел совещание по развитию Республики Башкортостан. И по его мнению, республика, несмотря ни на какие сложности, блестяще справляется со своими показателями. Это большая системная работа на высоком уровне. Вот это такая оценка вице-премьера Российской Федерации. В качестве доказательства, обоснования своего мнения он говорит, что республика из года в год показывает хорошую динамику по жилью, досрочно завершил текущую программу расселения аварийных домов.
активно в Башкирии используют механизм комплексного развития территорий. Вот, хорошая динамика по дорожному строительству и так далее. Благодарил Радия Фаритовича и его команду за хорошую работу. Кроме него приехал в республику министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Вот. И тоже РБК Уфа сообщает, что в Уфе запустили первый импортозамещенный пресс для деталей авиадвигателей. Вот как раз с участием этого министра Антона Алиханова запустили на территории ОМПО. Этот пресс применяется для литья алюминиевых и титановых деталей авиадвигателей. Раньше газостаты, так называется этот пресс, такого размера поставлялись из-за рубежа. Ну вот, собственно говоря, картинка из официальных СМИ по поводу визита вот этих высокопоставленных гостей складывается такая достаточно благостная. Все у нас очень замечательно. Ну вот, другие средства поставки информации немножко другое говорят. Так, например, Уфимский дом из Трухи показали по федеральному ТВ, об этом рассказали в МКСЭТ. То есть жителей аварийных домов из Уфимского микрорайона Инос, из бараков по улице Фурманова, пригласили в эфир телепрограммы «Мужское и женское» на Первом канале, если не ошибаюсь, эта программа идет. И там вот как раз рассказали об этих многострадальных бараках. Их построили еще в 30-е годы. Они сейчас уже совершенно непригодны для проживания, но там они все равно живут. Вот. И, что интересно, ведущие программы связались по видеосвязи с представителями администрации района города, где они вот в этом бараке живут. Да? И чиновники сказали, что жильцам в прошлом году был предложен для проживания маневренный фонд. Но уфимцы говорят, что там вообще это тесное общежитие с одним туалетом и одной кухней на 15 квартир. Но я один раз был в таком маневренном фонде. Приходилось бывать. Это на самом деле очень тесная общага. На самом деле обшарпанная. Очень маленькие комнаты. Там некоторые там по 3-5 человек ютятся в такой на маленькой территории. На самом деле там один туалет на всех, условно говоря, на этаже, да, и одна кухня, и жить, конечно. И многие живут там годами. Это маневренный фонд, я так понимаю, больше полугода человек должен потом уходить куда-то в нормальное жилье. А там люди живут некоторые и 3, 4, и 5 лет живут, потому что им дали и забыли про них. Вот так вот. И поэтому понятно мнение уфимцев, что они из бараков в новые барак, условно говоря, не хотят переселяться, а хотят получить полноценное, а не временное жилье. Но чиновники сказали, что исполнение решения суда – это процесс длительный. Вот. Еще одна информация заинтересовала меня. В выходные депутат Госсобрания Рустам Ахмадинуров в своем телеграм-канале сообщил, что рядом с деревней Ивана Казанка Иглинского района по инициативе главы района Гюзель Насыровой и местных предпринимателей состоялось открытие военно-полевого лагеря «Каракорд». Все бы ничего, все хорошо, но в итоге фактически, вот читаем эту новость, это сообщение, что там будет происходить. На территории лагеря обустроены армейские палаточные казармы, вмещающие до 80 человек. Помещения для занятий по основам военного дела, стрельбище, полоса препятствий, полевая столовая, где гости-кадеты смогли покушать гречневую кашу. Но это уже есть. А также на территории лагеря началось строительство окопного городка с блиндажами. Здесь участники специальной военной операции, имеющие боевой опыт, будут обучать начинающих приемам ведения боевых действий в окопах. Главная цель лагеря – военно-патриотическое воспитание молодого поколения. Теперь, значит, наших молодых ребят, я посмотрел на фотографии, там дети по 10 лет и старше, рядом с ними уже лежат какие-то гранатометы, автоматы. Не знаю, надеюсь, это образцы не боевые, а может быть и боевые, кто знает, учебные. Вот. Сейчас их будут обучать ведению боевых действий в окопах. И блиндажи еще будут там. Значит, чтобы была полная картина реальных боевых действий. Вот такое военно-патриотическое воспитание предлагается в Иглинском районе. Ну, как говорится, без комментариев. Напомню, что на нашем канале в Ютубе я прошу вас проголосовать, выбрать один из вариантов ответа, продолжение фразы, нерегистрация кандидатов самовыдвиженцев на выборах Горсовет Стерлитамака. Что это? И там выберите варианты. Скоро итоги голосования мы, наверное, уже будем подводить.
Еще одна новость, которая уже, наверное, становится не новостью, а уже, не знаю, таким ожидаемым явлением. Башнефть снова повысила цены на бензин. Об этом 20 июля сообщили, собственно говоря, самой компании. 20 июля, прошу прощения. Ну и заметила это телекирия, про который мы чуть-чуть попозже поговорим тоже. Так вот, Башнефть с 20 июля повысила цены на топливо. Это 9-е повышение за лето, отмечает телеграм-канал «Однажды в Башкирии». И, например, тот же 95-й «Атом» повысился на 10 копеек. 92-й поднялся на 25 копеек. Ну, сейчас, например, здесь топливо поднялось тоже на 20 копеек. Стоит 63 рубля 45. Ну, то есть, это постоянно происходит. Вот. Это постоянно происходит. Ага. И, ну, я уже говорю, это уже как не новость. Это если раз в неделю не происходит, это уже как будто неделя не неделя. Теперь я не зря вспомнил про телеграм-канал «Однажды в Башкирии», чтобы мы немножко разобрались с вами. Начнем с новости, которую другой телеграм-канал опубликовал. Называется этот телеграм-канал «Факт-чекинг по-башкирски». Очень для тех, кто не понимает, что такое факт-чекинг, это проверка фактов. Вот. Ну, такое английское слово, но тем не менее. То есть, журналисты проверяют факты. Факт-чекинг по-башкирски опубликовал новость, что в санатории Красноусольский расширяет предложение. Ну, вроде бы как бы непонятно пока, о чем идет речь, но вот они объясняют. В Башкирии появилась невероятная новость. В санатории Красноусольский возводят Хабирова. Журналисты Пруфов продолжают запускать фейки о главе республики. Вот и сейчас они выдумали новость о том, что Ради Хабиров строит для себя коттедж на территории республиканского санатория. То, что такое невозможно сделать, и никто на это не пойдет, фейк-мейкеров не волнует. Простые обыватели и читатели их канала примут это за чистую монету. В санатории Красноусольский действительно ведется строительство спального коттеджа для отдыхающих. Планируется увеличение видов и количества номерного фонда. И все в порядке. Ну и там приписка в конце этого поста, что пруфы типичные лжецы. Ну вот я хотел бы здесь как минимум коллегам из телеграм-канала факт-чекинга по-башкирски сказать, что вы тоже немножко лукавите. По крайней мере, ваша информация вышла 20 июля, а недели раньше на этом же телеграм-канале «Однажды в Башкирии» четким черным по белому было рассказано, что изначально телеграм-канал «Однажды в Башкирии» назывался «Большой хлопок», действительно был создан для продвижения расследований, которые проводило издание «Пруфы». Но, как сообщила издатель «Пруфов» Рофа Рахимова, сейчас редакция Пруфов намерена сосредоточиться на развитии собственных телеграм-каналов. Они называются Пруфы и Пруфы Лайт. И в связи с этим телеграм-канал «Однажды в Башкирии» решили передать независимым сторонним авторам. Так что с недавнего времени телеграм-канал «Однажды в Башкирии» работает как самостоятельный проект и не имеет отношения к Пруфы.рф. Вот, поэтому, уважаемые коллеги, вы тоже, если вы проверяете факты, проверяйте, например, тот же факт, что «Однажды Башкирия» теперь не имеет отношения к пруфам. По крайней мере, они заявляют об этом самостоятельно, и те же пруфы об этом заявляют. Если у вас есть другая информация, тогда приведите доказательства. Вот. Я об этом хотел сказать. Но «Однажды считает, что вот, из сообщения следует, что официально этот объект скромно значится как спальный коттедж для отдыхающих, хотя на фотографии телеграм-канала «Однажды в Башкирии» видно, что там предусмотрены не только спальные места, а еще, например, бассейн, чаша которого уже залита. И спрашивают журналисты справедливо: вы видели когда-нибудь в спальных корпусах бассейн? Вот, при этом телеграм-канал, как они утверждают, что он Хабирову принадлежит, конечно, тут тоже без доказательств на самом деле. Просто, видимо, по логике вещей они так считают. Якобы такое строительство корпуса для Хабирова на территории санатория невозможно сделать, и никто на это не пойдет. И они приводят контраргумент. Но тут достаточно вспомнить, как на территории санатория «Зеленая роща» строили коттедж для Рустема Хамитова, когда он был главой. Если тогда это было возможно, почему невозможно сейчас? Конечно, коттедж не записан прямо на Хабирова, но мы этого и не утверждали, говорят, значит, журналисты, авторы, вернее, телеграм-канала «Однажды в Башкирии».
Вот. И тут я с ними не могу не согласиться в том плане, что да, была ситуация, когда Рустем Хамитов хотел построить коттедж на территории санатория «Зеленая роща». Я просто живу недалеко. Я имею возможность, допустим, пойти в бассейн, и по дороге я вижу, как эти там 2 недостроенных коттеджа стоят, полуразваленные. Там кирпич новый был в свое время. Вот. Я это видел и вижу. Он до сих пор, надеюсь, там находится. Ну, недавно там, конечно, не был, но был, скажем так, с полгода назад там все стояло на месте. Вот. И я мало того, что я знаю, что там эти строения есть, я еще общался с чиновником, бывшим чиновником Уфимской администрации, достаточно высокого ранга, который эту историю рассказал, этих зданий. Он рассказал, как супруга Рустема Хамитова выбирала место себе для жительства. Ей предложили квартиру где-нибудь на территории города. Разные варианты предлагали. Ее это не устроило. Им было, собственно говоря, видимо, из-за того, что рядом есть коттеджи, которые принадлежат, где живут, по крайней мере, бывший глава, ну, покойный ныне глава Муртаза Рахимов и другие высокие лица там, рядом с Зеленой рощей, там же есть еще и коттеджный поселок большой, элитный такой. Ну, многие уфимцы знают, кто живет в Зеленой роще. Так вот, супругу Хамитова не понравилось это место. Она хотела где-нибудь поближе к Зеленой роще, к этому коттеджному поселку. Вот они решили прямо в сам санаторий это поставить. Хотя это было запрещено всеми законами. Ну, стали строить. Видимо, этот главврач санатория там, или директор санатория не смог противостоять. Я так знаю, что потом он уволился. Потому что это нарушение законодательства. Ну, строили, и эти здания стоят. И поэтому теоретически возможно допустить, что где-то еще в другом санатории Ради Хабиров то же самое не сделает. Ну, теоретически это возможно. Надо просто быть реалистом. Это возможно, к сожалению. Вот. Напоминаю про голосование еще раз. Обратите внимание, в нашем чате телеграм-канала есть голосование. Я спрашиваю вас. Нерегистрация кандидатов-самовыдвиженцев. Что это? И продолжите. Там 3 варианта ответа. Скоро мы подведем итоги голосования. Спортивные новости. Вчера Уфа играла с нефтехимиком в чемпионате первой лиги. Это был второй матч Уфы. Уфа сначала вышла вперед. Забил гол Пасевич. Вот. Но потом во втором тайме, в первом тайме сначала расскажу, что было. В первом тайме было 2 пенальти в сторону ворот Уфы, в сторону Олега Баклова. Значит, и оба пенальти хозяева поля не реализовали. Один попал в верхнюю перекладину, а другой попал в штангу. То есть вот дважды были назначены пенальти в первом тайме. И как бы ворота были как заколдованные. Баклов, короче, не пропустил с пенальти. Но во втором тайме события развернулись таким образом, что, во-первых, удалили одного из наших защитников. Команда осталась в меньшинстве. И там Алиев и Шоркин в конце, на 80-х минутах, ну, то есть в конце тайма матча забили 2 гола, и они вышли вперед. То есть нефтехимик вырвал у Уфы волевую победу в большинстве. Ну, все вот об этих событиях рассказал, например, телеграм-канал, за которым я постоянно слежу. ФНЛ с Ильевым называется он. Вот он, собственно говоря, все и рассказывал об этом. Вот. Следующий матч Уфа проведет в гостях 26 июля. Будет матч с Балтикой в Калининграде. Пожелаем им там удачи. Балтика сложный соперник, очень сложный. Но посмотрим. Тем временем сам футбольный клуб Уфа сообщил, что подписал контракт с нападающим молодежной сборной Беларуси Владиславом Ложкиным. Он выступал за белорусские клубы «Динамо Минск», «Смолевич» и «Славия Мозырь». Сыграл 78 матчей, забил 16 мячей и сделал 10 голевых передач. Вот. Он еще выступал в Казахстане и в нынешнем сезоне выступал за Славию в Беларуси. Забил 3 мяча, отдал 2 голевые передачи. Выступал с молодежной сборной Беларуси. Там забил 4 мяча. Тот же телеграм-канал ФНЛ с Ильевым добавляет, что помимо белоруса Владислава Ложкина на прошлой неделе на трансферном рынке самой активной была Уфа, как он считает. Вот. Про Ложкина я уже говорил, что с ним контракт подписали. Но там на просмотре у нас в Уфе находится еще 2
футболиста. Про них рассказал вот как раз журналист, автор канала ФНЛ с Ильевым. Это Денис Терещук из Балтии, БФУ. Он находится на просмотре. А также левый хавбек Владислав Адаев, принадлежащий Черноморцу. Он прошлый сезон у этого бывшего игрока Мордовии, Торпеды и Родины не сложился из-за травмы. Он пропустил весь весенний отрезок. Он тоже находится на просмотре. Вот у нас, короче говоря, еще, возможно, будут новости именно по трансферам из футбольного клуба Уфа. Ну вот, на этом наши новости, в принципе, подходят к концу, которые касаются республики. Но мы еще перейдем к российской повестке. Сейчас я предлагаю подвести итоги голосования. Итак, я вас спрашивал, как вы считаете, нерегистрации депутатов-самовыдвиженцев на выборах в городской совет Стерлитамака — это и 3 варианта ответа я вам предлагал. Больше всего собрал вариант — это нежелание вести честные выборы. 90%. Подавляющее большинство так считает. А на втором месте ответ — это заказ конкурентов 7%. И оставшиеся проценты, что это законно, ну, тут получается, сами посчитайте, 3%. Наша аудитория так считает. Ну вот, нежелание вести честные выборы. И я бы хотел об этом поговорить. Каким последствиям, причины, во-первых, какие этого, и какие последствия могут быть, я хочу поговорить об этом через час буквально почти с Вадимом Искандаровым, одним из тех кандидатов-самовыдвиженцев, которых не зарегистрировали в Стерлитамаке. Так что в 11:00 настраивайтесь на наш канал. Снова будет программа «Аспекты мнений» с Вадимом Искандаровым. А теперь давайте перейдем к вечернему выпуску новостей телеграм-канала «Эхо Новости» и узнаем, какова была повестка информационная в России и в мире вчера вечером. 1 человек погиб, еще 2 пострадали в результате обстрела части Херсонской области со стороны вооруженных сил Украины, утверждают назначенные Москвой местные власти. В свою очередь, администрация Херсонской области сообщает об одном раненом в ходе удара российских военных по жилым кварталам регионального центра. Президент Украины Владимир Зеленский намекает на переговоры с Россией, пишет CNN. Журналисты пришли к такому выводу, проанализировав высказывания и решения руководителя. Ранее украинский лидер в интервью BBC сказал, что горячая стадия войны, специальной военной операции по нашей терминологии, а это по словам Зеленского, может закончиться до конца этого года. Франция не пустит на Олимпиаду около сотни журналистов и специалистов из технического персонала из России, Беларуси и некоторых других стран, объявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в интервью Le Journal du Dimanche. Отказы связаны с подозрениями в шпионаже и подготовке кибератак. В играх примут участие лишь 15 российских и 16 белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Сотни российских и украинских каналов в Телеграме были взломаны с помощью бота для автопубликации, пишет Астра со ссылкой на данные сервиса Telegram-Stat. На пострадавших ресурсах появились сообщения с обвинением украинских властей в затягивании специальной военной операции. Большинство каналов оперативно удалили эти тексты. Сведений о том, кто стоит за атакой, пока нету. Минстрой Чечни призвал жителей республики сократить потребление электроэнергии в жару, чтобы избежать отключения, передает Кавказский узел. Это СМИ, признанная в России иноагентом. Тем временем в Краснодарском крае произошли очередные аварии, в частности, обесточившие дома в 2 районах областного центра. Жители Ейска обратились к Владимиру Путину с просьбой установить справедливый график отключений. Курьеры «Озон» в Екатеринбурге объявили забастовку. В рейс не вышли около 70 сотрудников, в том числе почти все водители, передает ресурс Е1. Участники протестуют против тяжелых условий труда и задержек выплат. Руководство компании отвергло некоторые обвинения, но пообещало сократить переработки. Неизвестный кувалдой снес голову бюсту Иосифу Сталину в подмосковном Звенигороде. Видео опубликовало издание «Осторожно, новости». Памятник был установлен летом прошлого года и не согласован с властями. Однако чиновники отказывались его демонтировать, несмотря на запросы горожан. Вандала разыскивают. Это был вечерний выпуск телеграм-канала «Эхо Новости». На этом наша утренняя программа завершена. Еще раз напоминаю, что в 11:00 снова я вас приглашаю на наш канал. Будет программа «Аспекты мнений». В ней будет участвовать экологический активист, кандидат-самовыдвиженец на выборах в Горсовет Стерлитамака Вадим Искандаров. Так что давайте встретимся в 11:00. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч эфира. У микрофона был Разиф Абдуллин. Всего доброго.